Muy buenos días. Saludo. Доброе утро. Я приветствую делегацию. Я надеюсь, вы хорошо вчера отдохнули вечером, не очень много было работы. Мы возобновляем наше заседание и предоставляем вам слово на 15 минут для ответов на дополнительные вопросы, которые были заданы вчера членами комитета. Пожалуйста, вам слово. Четвертый канал. Четвертый канал. Вот, был. Уважаемый председатель, уважаемые члены комитета, хотел бы по вчерашним вопросам предоставить информацию. По заявлению уважаемых экспертов, членов комитетов, об отсутствии независимых неправительственных организаций, мы не согласны с данным заявлением. По этому поводу хочу сказать следующее. Как вы знаете, общественное объединение, то есть НПО, это добровольные ассоциации физических и юридических лиц, созданные для достижения определенных целей, имеющих общие цели и задачи. Общественное объединение в своей деятельности способствует органам государственной власти в реализации социально значимых, а также общественно полезных целей и задач общества. Как вы знаете, виды НПО могут быть разными, начиная от спортивных, научных, технических, творческих, художественных и других. Общественные объединения создаются и действуют на основе принципов добровольности, равноправия и самоуправления. Они свободны в определении своих целей, форм и методов деятельности. Хочу привести пример. Государство тесно сотрудничает, поощряет, приглашает общественные организации для участия в разработке, реализации национальных планов и проектов в области прав человека. Такие национальные планы, как по защите интересов детей, по гендеру, по торговле людьми, по правам человека, по искоренению безгражданства и других национальных планов и проектов. Как один из институтов гражданского общества, общественные объединения добровольно вовлечены в реализацию национальных, социальных, экономических и политических задач и целей нашего общества. Государство всячески поддерживает деятельность неправительственных организаций по достижению общественно значимых целей и задач. Если комитет попросит, мы готовы предоставить информацию, какие именно общественные объединения вовлечены в реализацию обозначенных мной национальных планов в области прав человека. Относительно следующей информации об отказе в регистрации неправительственных организаций, занимающихся вопросами защиты прав человека, хочу сообщить, что в Министерство юстиции не поступало заявление о регистрации таких организаций.
В случае предоставления заявления на регистрацию мы готовы рассмотреть данный вопрос в соответствии с действующим законодательством Туркменистана, регламентирующим данный вопрос. Если комитет предоставит нам информацию о конкретных отказах в регистрации неправительственных организаций, занимающихся вопросами прав человека, мы изучим данные обстоятельства. Спасибо за внимание. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комитета, по части рассуждения члена комитета об использовании государством ответственности за коррупцию как инструментов против оппозиции, хочу отметить, что это утверждение не имеет под собой никаких оснований, так как усилия государства направлены на надежное обеспечение стабильности и безопасности в обществе, расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование специалистов, обладающих высоким компетентностью к поступлению на государственную службу, укрепление гарантий честности государственных служащих. Политическая воля государства и все программы, принятые по социально-экономическому развитию страны, направлены на демократические преобразования в стране, рост экономики и благосостояние граждан. Касательно второго вопроса члена комитета о детальной информации по деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Туркменистане, о ее беспристрастности, независимости и транспарентности, хочу сказать, что, как я и вчера излагал, Межведомственная комиссия по противодействию коррупции создана на основании постановления президента в 2020 году. Для выполнения вытекающей из национальной программы противодействия коррупции и плана ее реализации на 2020-2024 годы, принятая также постановлением главы государства в 2019 году, которая состоит из представителей правоохранительных и государственных органов. О независимости и беспристрастности комиссии говорит тот факт, что Генеральная прокуратура Туркменистана обеспечивает и координирует работу данной межведомственной комиссии. Состав межведомственной комиссии утверждается президентом Туркменистана. Уровень представительства комиссии также указывает на независимость и беспристрастность. Это курирующие вопросы с противодействием коррупции заместители министров правоохранительных и государственных органов, непосредственно участвующие в противодействии, предупреждении, профилактике и искоренении коррупции. Работа комиссии осуществляется на постоянной основе и проводит свои заседания не менее раза в квартал. Решение принимается большинством участников. А в случае равенства голосов, то голос представителя комиссии является решающим. Решения, принимаемые межведомственной комиссией в рамках собственных полномочий, считаются обязательными для всех государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, физических и иных юридических лиц. На заседание комиссии приглашаются представители других государственных органов, предприятий и организаций для заслушивания информации в данных ведомствах, проводимой по противодействию коррупции. Также информация о деятельности заседаний комиссии, принятых решениях, публикуется на национальных информационных сайтах и средствах массовой информации, что говорит о транспарентности деятельности комиссии и ее доступности общественности. Хочу также отметить, что обо всех резонансных уголовных делах, связанных с должностными лицами, для предупреждения и практики коррупции информируется население через национальное телевидение. При этом в Туркменистане никто не признан виновным, не иначе как по приговору суда. Также хочу отметить, что любое незаконно добытое имущество берется в доход государства лишь по приговору суда.
Спасибо за внимание. Спасибо, госпожа председатель. Извиняюсь. Уважаемый член комитета, если позволите, хотел бы отреагировать на вопрос, озвученный госпожой Тигруджи относительно коррупции. За последние 3 года в Туркменистане построено и строится 2066 различных объектов социальной сферы на сумму 6 миллиардов 650 миллионов долларов США со стороны более чем 100 туркменскими частными компаниями и фирмами. Как вы видите из статистики, рынок государственных контрактов не предоставляется, как вы неправильно указывали вчера, родным и близким президента. В Туркменистане существует специальная многоуровневая система для строительства объектов посредством объявления тендеров на строительство, где Министерство строительства Туркменистана коллективно и на широкой основе смотрит за качество, Министерство финансов и экономики смотрит за цены, контрольная палата дает заключение о соответствии кандидата, что явно показывает высокую гарантию транспарентности и противодействию коррупции. Естественно, выявляются случаи коррупции, о чем в своем выступлении заявил вчера представитель Генпрокуратуры, как обычно проявляется в любом обществе мира. Благодарю за внимание. Уважаемая госпожа председатель, дамы и господа, я бы хотел остановиться на нескольких вопросах, обозначенных вами вчера, относительно вопроса посещения сотрудниками аппарата омбудсмена пенитенциарных учреждений страны. Хочу отметить, что они не имеют права посещать эти учреждения без самого уполномоченного по правам человека. Не предусмотрено. Что касается длительных сроков заключения определенных лиц, обозначенных комитетом, считаю уместным сообщить, что оно обосновывается на следующих фактах. Первое. Это определенная часть этих лиц была освобождена по истечению основного срока наказания. Другая часть была освобождена на основании помилования. Некоторые, отбыв основной срок наказания, проживают в поселении, которое является частью приговора суда. И последнее, по совершению дополнительных правонарушений, это может быть нарушение режима учреждения, побои, причинение вреда здоровью и тому подобное, дополнительно приговариваются еще на определенный срок, в связи с чем остаются в местах лишения свободы по истечению основного срока наказания, которое было предусмотрено в приговоре суда при совершении им первого преступления. В вопросе касательно смерти госпожи Мурадовой хочу отметить, что вчера мною была повторно озвучена информация, связанная с причиной ее смерти в местах лишения свободы, по которому члены комитета сообщили, что в результате рассмотрения данного кейса комитетом принято решение о вине государства, с которым мы не соглашаемся и не признаем за собой вину. По данному факту Генеральная прокуратура создала специальную следственную группу, которой была проведена проверка с привлечением соответствующих экспертов, в том числе судебно-медицинской экспертизы. И принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков преступления в отношении госпожи Мурадовой. Также на основании проведенной частной проверки было сделано неофициальное заявление со стороны одной из крупных западных стран, подтверждающее факт самоубийства и отсутствие признаков насилия на теле Мурадовой. В силу отсутствия подозрений в субъективности проведенной экспертизы, туркменская сторона не видела необходимость в проведении повторной экспертизы и проверок по данному факту. Относительно видеокамер, установленных в отделах полиции и в пенитенциарных учреждениях, хочу заявить, с целью предотвращения пыток и жестокого обращения с задержанными и другими лицами, имеющими контакт с органами внутренних дел, в период 2017-2022 годы в отделах полиции, следственных изоляторах и в местах заключения под стражей установлены 4161 видеокамер. Контроль со стороны руководства структурных подразделений органов внутренних дел, обращающихся, вызываемых и содержащихся там временно граждан посредством видеонаблюдения
приводит к усилению ответственности непосредственных полевых сотрудников, которые контактируют с гражданами, и является своеобразным сдерживающим фактором, способствующим соблюдению и недопущению нарушения предписанных законодательством процессуальных действий. Также на данный момент Министерством внутренних дел проводится планомерная работа по обеспечению отделов полиции, следственных изоляторов, а также учреждений системы исполнения наказания техническими средствами для производства аудио и видеозаписей допросов. Спасибо. Госпожа председатель, уважаемый член комитета, отвечая на поставленные вчера ряд вопросов госпожой Кран, в частности, по направлению открытого письма в адрес специальных докладчиков на посещение Туркменистана, позвольте сообщить следующее. Во-первых, благодарим вас за озвученное предложение, так как это важно для нас. По итогам двухдневного нашего заседания данный вопрос будет изучен, и туркменская сторона направит свои предложения. Вместе с тем, подчеркиваю, что ограничений на посещение специальных мандатариев у нас не имеется. В то же время хочу отметить, что организация приглашения спецдокладчика осуществляется с учетом графика спецдокладчика, а также степени сотрудничества с принимающей стороной, то есть туркменской. По второму вопросу, поставленному госпожой Кран в отношении рассмотрения обращений и жалоб, как постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве, заявляю вам, что ни одно обращение, жалоба не остается без ответа. Другой вопрос, считает ли истец полученные ответы, направленные туркменской стороной, удовлетворительными. Согласно принятому 3 июня 2017 года закону Туркменистана об административных процедурах, административный орган не вправе отказывать в приеме заявлений либо ходатайств, которые предоставлены лицами, участвующими в административной процедуре. Благодарю за внимание. Уважаемые члены комитета, позвольте ответить на два вопроса, дополнить информацию по двум вопросам, которые вчера прозвучали. В реализации национального плана действий по правам человека, естественно, принимают активное участие наши общественные организации, и такие организации, как ЕНМЕ, ИНАМ, Машкала, Общество глухих и слепых и многие-многие другие участвуют как и в разработке этих планов, так и в практической реализации. Но каждое государство имеет свой определенный уровень политической и гражданской культуры, который опирается на гражданскую активность, на гражданские инициативы самого населения. И, как отметил мой коллега из Министерства юстиции, сейчас суть гражданской активности заключается в том, что люди создают эти общественные организации по своим интересам. И в случае, если будут такие обращения, как отметил мой коллега, конечно, будут рассматриваться вопросы регистрации правозащитных организаций, но хотела бы отметить, что искусственно создавать правозащитные организации, формально присутствующие в стране, мы считаем, в этом нет необходимости, это не объективно. Идет процесс развития и формирования гражданского общества в нашей стране. И, естественно, этот процесс по необходимости приведет к тому, что будут обращения, и они будут рассмотрены. Касательно второго вопроса, какие воздействия мер, предусмотренных в дорожной карте по противодействию домашнему насилию, и сократилось это явление, или оно сохраняется пока на должном уровне. На наш взгляд, пока еще рано говорить о каких-то уже фундаментальных достижениях, но, конечно, они есть, они существуют. И надо сказать, что в самой дорожной карте запланирована оценка и мониторинг тех мероприятий и осуществления задач, которые предусмотрены в нашем обследовании.
По мере проведения этой оценки будут определены уровень выполнения этих мероприятий, а также те результаты, которые покажут тенденцию. Конечно, с этой целью проводится очень много работы, как правового, экономического, социального и других видов общественной работы, опять-таки с участием общественных организаций. И я думаю, что результаты в ближайшее время уже можно будет обсуждать. А просто говорить, что мы все это выполняем, и у нас это все на каком-то уровне, без эмпирических данных, пока еще не время. Спасибо за внимание. Muchas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias a la delegación. Я благодарю делегацию за ответы на вопросы. Мы переходим к следующей группе вопросов. И согласно списку ораторов, я предоставляю слово госпоже Кран. Пожалуйста. Спасибо, госпожа председатель. Я приветствую делегацию Туркменистана, приветствую своих коллег. Надеюсь, делегация провела приятный вечер в Женеве. Я признательна вам за сегодняшние замечания. Вы начали затрагивать очень важные вопросы, касающиеся гражданских и политических прав. Я думаю, что эти вопросы заслуживают дальнейшего обсуждения сегодня утром. И я надеюсь, что мы сможем выяснить подробности по многим этим вопросам. Я остановлюсь сейчас на вопросе 14. Это законодательные гарантии для задержанных лиц. Но прежде чем задать вопросы по этой теме, я отметила, что один из членов делегации сказал, что некоторые из тех, кого мы упоминали, как лица, местонахождение которых неизвестно, были освобождены, прощены, другие продолжают отбывать наказание, и, по-моему, еще была одна категория. Как вы знаете, есть группа правозащитников, которые начали кампанию онлайн по 162 делам насильственных исчезновений государства-участники с 2002 года. Эта кампания называется «Докажите, что они живы». И 72 жертвы насильственных исчезновений по-прежнему определяются источниками как не имеющие права переписки. И, может быть, мы рассмотрим эти вопросы, и, может быть, вы в письменном виде представите ответы завтра. Но я прошу вас назвать по имени, кого вы упоминали. Вы говорили, что некоторые были освобождены и так далее. Мы хотели бы получить информацию по 72 жертвам, которые, по имеющим сообщениям, все еще не имеют права переписки, и, согласно кампании, докажите, что они живы. На юридическом уровне гарантий для задержанных, как вы знаете, в наших заключительных замечаниях 2017 года комитет рекомендовал в срочном порядке, чтобы насильственные исчезновения прекратились и чтобы все задержанные имели конфиденциальный доступ к адвокату. В ваших ответах не было прямой информации по вопросу доступа задержанных к адвокату, конфиденциальности общения между ними и когда, на каком этапе получают задержанные правовую помощь, сразу же после ареста или позже. И здесь мы возвращаемся к работе омбудсмена, который имеет мандат по контролю за местами лишения свободы. Это очень важный мандат. Вы говорили о том, что она имеет доступ к этим объектам, но, насколько мы понимаем,
только сам омбудсмен, один этот человек, может посещать эти места. И мы знаем, что она совершила всего 3 визита. Один из них в тюрьму для несовершеннолетних. Посещала ли она тюрьму Авадан-Депи, тюрьму строгого режима, и какие выводы были после посещения этой тюрьмы? Если она ее не посетила, то почему пока не было визита в это исправительное учреждение, которое известно по сообщениям нарушениями прав задержанных, пытки, произвольное задержание и так далее? Вы начали уже предоставлять нам конкретную информацию. Какие шаги вы предпринимаете для того, чтобы омбудсмен работал более активно, выполнял бы свою роль более энергично в отношении таких приоритетов, как тюрьмы строгого режима, которую я только что упомянула? Что вы делаете для того, чтобы омбудсмен способствовал более эффективно защите прав задержанных? Я знаю, что есть инициативы, проекты, планы нарастить потенциал. Что конкретно делается для того, чтобы внести вклад в защиту прав задержанных на практике? В 2017 году, как мы уже говорили, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям решила, что государство-участник нарушило права 18 человек движения «Гулан». Их содержали без права переписки, подвергали пыткам, их приговорили в закрытых судах к 12-25 годам в тюрьме Авадан-Депи без представительства, без доказательства. Один из моих коллег остановится на другом аспекте этого вопроса. Что касается вопроса 14, как и когда государство-участник планирует освободить этих лиц и предоставить репарации согласно решению рабочей группы? Такое было принято решение рабочей группы, что они должны быть освобождены и что они или их семьи должны получить репарации. И в целом, на практике, на каком этапе после того, как лицо задерживается, но имеет конфиденциальный доступ к адвокату, когда они пожелают или когда это решает государство? Как часто задержанные имеют доступ к своему адвокату? Могут ли они контактировать с ними конфиденциально по своей просьбе или только периодически? Какая фактическая ситуация в отношении доступа к конфиденциальному общению с адвокатом? Какая процедура подачи жалоб, а также система правовых гарантий и защиты существует в стране? Каким образом реализуется право на представление интересов истца адвокатом? Какие процедуры законодательства существуют для защиты заключенных в том случае, если они направляют жалобы о случаях нарушения собственных прав? Каким образом рассматриваются эти жалобы? Как вы гарантируете необходимый беспристрастный надзор за этой процедурой и оперативное рассмотрение этих ходатайств? Мы знаем о существующих нормативно-правовых рамках в стране, но тем не менее, несмотря на существующую юридическую базу, поступает информация о том, что заключенные не имеют возможности связываться с родственниками. Лица, попавшие в тюрьмы по политически мотивированным обвинениям, особенно уязвимы в этом отношении. Они не имеют доступа к коммуникации. Кроме того, поступает тревожная информация о растущих количествах пропадающих журналистов, правозащитников, представителей религиозных групп и политических диссидентов, которые подвергаются насильственным исчезновениям.
Какие процедуры существуют или планируются сегодня для того, чтобы гарантировать представление информации о заключенных, о судьбах заключенных, для эффективного сообщения этой информации членам семей? Какие практические меры существуют или планируются, позволяющие обеспечить связь с семьей заключенных, а также дать возможность заключенным своевременно представать перед судом? То есть для того, чтобы не затягивался срок заключения с момента ареста до момента представления перед судом, который выносит соответствующее решение о последующем заключении или вынесении вердикта. Какие механизмы обжалования доступны заключенным в случае, если его права попираются? Какой механизм надзора существует, обеспечивающий право применения этих мер? Также хотелось бы знать более подробно, какое количество жалоб вы получили от индивидуальных лиц по факту нарушения прав, в том числе права на общение с семьей, а также требования по представлению перед судом. Какое количество таких жалоб поступило в 2017 году? Имеются в виду, опять же, жалобы относительно неспособности общения с семьей и количество жалоб, которые имеют отношение к несоблюдению сроков предстания перед судом в течение 48 часов после ареста. Опять же, какое количество этих жалоб было подано с 2017 года и какие меры и прогресс был достигнут с момента последнего доклада для обеспечения транспарентности и судебного надзора в вашей системе правосудия по случаям, имеющим отношение к произвольным арестам и заключениям. Эта информация является для нас крайне важной в контексте данного диалога. Перехожу к следующему вопросу. Это вопрос номер 15, который касается независимости правосудия и обязательств по проведению справедливого судебного разбирательства в соответствии с пактом. Мы знаем, что у президента есть эксклюзивные прерогативы назначать, приводить в действие дисциплинарные меры и также увольнять судей без соответствующего независимого надзора, действующего в рамках системы. Мы знаем о том, что вы модернизируете свои правовые рамки и систему правосудия для того, чтобы присоединиться к стандартам международного права. Вы упоминали рамки политики 2017-2021 годов, а также говорили о том, что одна из основных целей – это улучшить отправление правосудия и обеспечить независимость сектора правосудия. Мы приветствуем эти подвижки. Расскажите, пожалуйста, какие меры осуществлялись для того, чтобы пересмотреть действующую процедуру назначения судей, с тем, чтобы судьи по-настоящему могли бы быть независимыми. Какие гарантии существуют в вашей системе правосудия, позволяющие обеспечить невмешательство и отсутствие политического давления на судей и других работников сектора правосудия, которые занимаются вынесением решений? Какие механизмы существуют для правообладателей в случае, если они желают обжаловать судебные решения, сославшись на отсутствие независимости? Какие механизмы есть в доступе? Мы знаем о том, что вы провели курсы профподготовки в Туркменистане адвокатов и судей, но нам бы хотелось знать, какие курсы проводились по, например, задействованию международного права и транспонированию норм международного права при вынесении внутренних судебных решений. Управление Верховного комиссара по правам человека разработало руководство подготовки судей и адвокатов. Документ этот лежит здесь, буквально на входе в зал, в документационном центре. Это руководство сопровождается также программой технического сотрудничества, которая используется как подспорье для проведения этих курсов в странах. Хотелось бы знать, располагаете ли вы этими ресурсами и попытались ли вы задействовать их для того, чтобы провести курсы подготовки судей с тем, чтобы они не забывали о вопросах прав человека в судах. Ну и, наконец, для того, чтобы повысить осведомленность об обязательствах в сфере прав человека, которые распространяются на национальных судей в отправлении ими собственных должностных полномочий.
В вашей Конституции статья 18 Уголовного кодекса – это статьи, где упоминается презумпция невиновности. Очевидно, что элементом этой презумпции является быстрый и справедливый судебный процесс для обвиняемого. Каковы сроки, средние сроки между моментом ареста и судебным разбирательством? Когда мы последний раз проводили обзор Туркменистана, я помню, что до 2017 года мы уже обсуждали этот вопрос, но нам бы хотелось сейчас узнать, с 2017 года по 2023 каков средний срок с момента ареста до суда, и каким образом вы обеспечиваете незамедлительное проведение судебной процедуры, какие механизмы существуют для этого. Далее, закрытые суды. Мы знаем, что многие политически мотивированные судебные разбирательства происходят за закрытыми дверями. Доступ к этим судебным разбирательствам ограничен. Никто не знает о том, что происходит с заключенным и как с ним обращаются в тюрьме. Также неизвестен и статус такого судебного разбирательства внешнему миру. Помимо тех примеров, которые я приводила вчера, я могу привести пример закрытого суда господина Альбердиева в сентябре 2020 года, которого обвинили в хулиганстве и в нанесении телесных повреждений человеку, который напал на него. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. Однако поступила информация о том, что он сам был мишенью в связи со своей аффилированностью и связью антиправительственными группами, действующими за границей. Его семья не получила никакой официальной информации о судебном разбирательстве, о вынесении судебного решения, несмотря на многочисленные запросы. Это пример отсутствия транспарентности в системе юстиции, что позволяет совершать произвольные задержания индивидуальных лиц. Каковы правила, позволяющие исключить участие общественности в таких судебных разбирательствах? Какие резоны используются для этого? И, собственно, какие резоны использовались в случае суда над господином Алабердиевым? Каким образом применяемые вами положения соответствуют исключениям, представленным в статье 14 пакта? Без публичного доступа к судебным разбирательствам, решениям судов, а также к информации по условиям содержания заключенных, включая физические условия, каким образом вы можете гарантировать соблюдение обязательств по пакту, особенно тех, что упоминаются в статье 14? Вы говорите о том, что отправление правосудия является темой новой реформы. Новая редакция Конституции и государственной политики по совершенствованию системы правосудия ориентируется на эти цели. Расскажите о конкретном прогрессе, который был достигнут для повышения транспарентности судебных разбирательств, а также транспарентности обстоятельств благополучия обвиняемых на протяжении всего судебного разбирательства. Судебные решения доступны общественности? И если да, где они доступны? На каких сайтах? Я имею в виду разные уровни судебных инстанций и трибуналов, действующих в Туркменистане. Помимо того факта, что заключенные могут получить доступ к помощи юридического характера, мы не получили полного описания того, как действует эта система правовой помощи. Но, с другой стороны, есть информация о том, что иногда обвиняемые не имеют судебных представительства адвокатов в судах. Иногда адвокаты отказываются помогать им, потому что они боятся репрессалий. Мы знаем также, что в целом в Туркменистане действует очень незначительное количество адвокатов. Если говорить об уголовных делах на рассмотрении с 2017 года, какое количество обвиняемых не получило доступа к адвокатам и не были представлены? И каковы причины этого отказа в репрезентативности адвокатов? Сколько было получено заявок на
представительства в суде адвокатам, сколько отказов было дано и какие меры предпринимает государство для того, чтобы гарантировать физическую и финансовую доступность услуг адвокатов обвиняемым, а также какие меры предпринимаются для профессиональной подготовки адвокатов. Перехожу к последнему вопросу, который будет рассматриваться в этом сегменте. Это свобода ассоциации. Мы признательны делегации за то, что она уже упомянула этот вопрос сегодня утром. Очевидно, речь идет об исключительно важной теме для нас. Тема, которая должна и дальше быть объектом нашего обсуждения. Это свобода ассоциации. Мы знаем, что с момента принятия закона об общественных ассоциациях в мае 2014 года ассоциации и религиозные организации должны регистрироваться при Минюсте. Вы говорили о комиссии, которая располагает дискреционными полномочиями по принятию этих регистраций и отказам. Применяют исключительно жесткие требования для регистрации этих структур, и им зачастую исключительно сложно пройти этот процесс. Кроме того, госчиновники обладают колоссальными прерогативами, вынося эти решения. Не существует системы сдержек и противовесов в этом отношении. Поэтому вопрос: какое количество ассоциаций подали апелляции, пытаясь апеллировать и оспорить решение комиссии, и сколько из этих апелляций было принято или отклонено с 2014 года? Какое количество заявок на регистрацию поступило от свидетелей Иеговы, и какое количество этих заявок было отклонено? Каковы основания для этих отказов? Планируете ли вы принять меры для того, чтобы каким-то образом определиться с ограничениями на регистрацию, предписываемые законом в соответствии с статьей 22 пакта? Мы также знаем о том, что требования по регистрации являются одним из главных барьеров, мешающих деятельности правозащитных НПО в стране, особенно независимых НПО. По нашим данным, ни одна независимая НПО, занимающаяся вопросами прав человека, не действует на территории Туркменистана, потому что эти организации не могут зарегистрироваться. Их обвиняют в том, что они подрывают устои страны или наносят ущерб репутации Туркменистана. Я помню, что когда я сама много лет назад была в Туркменистане до принятия закона, ситуация именно так и обстояла. И я очень надеюсь, что сейчас она меняется. Но хотелось бы знать, что вы делаете на практике для того, чтобы эту ситуацию изменить, для того, чтобы дать возможность гражданскому обществу участвовать в мониторинге, отчетности, обеспечении прогресса в деле поощрения прав человека в Туркменистане. Планируете ли вы пересмотреть это законодательство, которое сегодня налагает такое тяжелое бремя? Планируете ли вы пересмотреть этот процесс, регулирующий регистрацию, для того, чтобы гарантировать поистине динамичное участие гражданского общества? Вы знаете о том, что многие из организаций, которые фигурируют в списке, сюда можно также добавить различные ответвления Красного Креста, действуют в стране, но на самом деле у нас нет информации о том, что в Туркменистане действует хотя бы одна правозащитная независимая организация. Вы говорили о том, что вы не отказываете в регистрации этих НПО, но факт остается фактом. У вас нет ни одной зарегистрированной или действующей НПО. Не могли бы вы пояснить это и рассказать, какие поправки вы планируете, может быть, законодательного, практического характера, или же каким образом вы планируете в будущем, например, дать возможность международным НПО посещать Туркменистан? Международные правозащитники, которые занимаются вопросами прав человека в Туркменистане, они, члены их семей, являются мишенью для преследования. И мы получали информацию о том, какие действия предпринимает государство-участник, включая слежку, использование экстерриториальных информаторов, случаи принудительных исчезновений этих правообладателей. Все это для того, чтобы вести мониторинг и пресекать их свободу ассоциации. Не могли бы вы рассказать,
какое количество граждан было экстрадировано в Туркменистан с 2017 года? Какие уголовные обвинения были выдвинуты этим индивидуальным лицам? Какое количество жалоб поступило по случаям экстерриториального преследования со стороны туркменской полиции или сил безопасности в отношении этих лиц, находящихся за границей? Проводили ли вы расследование этих случаев экстерриториальных преследований? И если да, каковы были результаты этих расследований? Вот вопросы, которые я направляю в делегации, госпожа председатель. Я буду рада продолжить диалог с делегацией после завершения этого раунда вопросов. Большое спасибо, госпожа Кран. Господин Басим, пожалуйста. Госпожа Басим, точнее, большое спасибо, госпожа председатель. Доброе утро всем участникам. Приветствую делегацию Туркменистана. Я выражаю признательность делегации Туркменистана за ответы, которые были представлены вчера на мои вопросы. Сегодня мне бы хотелось остановиться на вопросах 15, 16 и 22. Ну, во-первых, по вопросу 15, в том, что касается обращения с лицами, лишенными свободы. Во-первых, мне бы хотелось поблагодарить государство-участника за ту информацию, которая была представлена по этому вопросу, в том числе в периодическом докладе, а также в ответах на перечень вопросов. Доклад и ответы описывают, в частности, ремонтные работы, реконструкцию и строительство тюрем, их восстановление, а также те меры, которые предпринимаются для того, чтобы вести мониторинг условий содержания в них. Ссылаясь на предыдущие заключительные замечания комитета в пункт 27, а также на позицию, которая была принята в этом отношении, пожалуйста, опишите существующие механизмы мониторинга условий содержания в тюрьмах, в том, что касается таких параметров, как минимальный уровень комфорта, пространства, гигиена, чистота, например. Есть информация о том, что условия содержания являются исключительно некачественными, тюрьмы переполнены, недостаточен доступ к питьевой воде, в частности, в тюрьме Авадан-Депе, а также в Туркман-Баши. Помимо камер, которые, насколько я понимаю, сегодня доступны во всех тюрьмах и в других местах лишения свободы, хотелось бы знать, какой протокол действует в стране, например, для проведения инспекционных визитов со стороны национальных властей, с какой частотой они осуществляют эти инспекции, производят ли они, например, незапланированные визиты без предварительной организации, без предварительного предупреждения пенитенциарных учреждений. Могут ли, например, принимать участие в этих визитах представители гражданского общества, НПО для посещения данных учреждений? Какие административные условия должны быть ими соблюдены для того, чтобы принять участие в этих посещениях? Есть ли частные собеседования, которые проводятся, например, на произвольной основе с заключенными или сотрудниками тюрем для того, чтобы узнать, как они оценивают условия содержания и прислушаться к их жалобам? И если да, что происходит после этих собеседований, какие меры предпринимаются? Есть информация о высоких уровнях коррупции в пенитенциарной системе. Это касается медицинского ухода, прав посещений, питания и плохого качества питания, что приводит к недоеданию заключенных. Говорится о том, что не доставляются посылки, которые семьи пытаются передать заключенным, а в некоторых случаях воруется содержание этих посылок, будь то деньги или другие предметы.
Также говорится о том, что заключенные и родственники вынуждены давать взятки для того, чтобы воспользоваться правом на посещение. Не могли бы вы отреагировать на эту информацию? Далее, в том, что касается системы сообщений и жалоб, которые поступают от заключенных. Насколько я понимаю, опираясь на ваш доклад, заключенные могут направлять жалобу и могут выступать с предложениями к персоналу тюрьмы, который, если он считает это необходимым, передает дальше эту информацию вышестоящему органу. Какие механизмы существуют в вашей стране для того, чтобы рассматривать эти жалобы? И какие критерии используются для отбора жалоб, которые дальше будут обрабатываться? Ну и, наконец, что происходит после этого? Например, если считается, что жалобы носят правомерный характер. Какие меры были предприняты вами для того, чтобы обеспечить соответствие условий содержания и обращения с ними в вашей стране с международными стандартами, теми, например, которые закреплены в пакте и в общем заключении 21 данного комитета? Не могли бы вы также пояснить, почему Международный комитет Красного Креста не имеет права регулярно посещать тюрьмы и не имеет регулярного доступа к ним? Дальше. Вопрос 16. Инфекционные заболевания и COVID-19 в тюрьмах. Есть информация о распространении инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, в многих тюрьмах в Туркменистане. Также поступает информация о распространении COVID-19 среди заключенных. Информация об отсутствии надлежащего медицинского ухода, а также халатном отношении и отсрочках, которые мешают направить нуждающихся в больнице, что привело, например, к летальным исходам во многих случаях. С другой стороны, есть информация о произвольных ограничениях на контакты заключенных с родственниками во время пандемии. Не могли бы вы рассказать о том, какие меры были предприняты по отношению к заключенным в условиях пандемии COVID-19? Не могли бы вы также рассказать нам новые стандарты здравоохранения, которые вы упоминаете в ваших ответах и которые применялись в условиях пандемии? Эти стандарты станут долгосрочным мерилом в стране и после завершения пандемии будут использоваться на регулярной основе. Далее, отказ от армейской службы по идеологическим соображениям. В предыдущих заключительных замечаниях комитет призвал пересмотреть законодательство о воинской повинности в Туркменистане для того, чтобы признать право отказываться от военной службы по идеологическим соображениям и право, например, нести альтернативную повинность гражданского характера. Есть информация, однако, о том, что подобного рода люди, которые пользуются этим правом, санкционируются. Либо их направляют в тюрьмы, либо они вынуждены оплачивать высокие штрафы, либо эти средства вычитаются их с зарплаты, или их отправляют в исправительные лагеря. Не могли бы вы рассказать о том, какие меры были предприняты для того, чтобы пересмотреть ваше законодательство для выполнения заключительных замечаний комитета по этому вопросу? Не могли бы вы также рассказать нам о тех заключенных, их количестве, которые были арестованы, осуждены или наказаны иным образом за использование собственного права отказа на военную службу
по идеологическим соображениям с 2017 года. Какие альтернативные решения были предложены тем, кто не мог пойти в армию по идеологическим соображениям, с тем, чтобы, тем не менее, эти люди могли выполнить свой национальный долг? Большое спасибо. С большим нетерпением жду ваших ответов. Большое спасибо, госпожа Басим. Госпожа Тигруджа, пожалуйста. Большое спасибо, госпожа председатель. Добрый день, делегации. Госпожа председатель, мне бы хотелось очень быстренько вернуться к ответу, который был дан по вопросу коррупции. Мне бы хотелось получить дополнительное разъяснение, потому что на основе информации в открытом доступе мы знаем о том, что сегодня близкий президенту человека, например, контролирует эти программы. 2 миллиарда американских долларов было передано близкому президенту для строительства крупной автомагистрали. Мы знаем, что также существует монополия в стране, которая действует на экспорт, и эта монополия, опять же, принадлежит кругу приближенному к президенту, либо даже его родственникам. Поэтому все это указывает на роль президента Туркменистана, который якобы является гарантом межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией. Но, с другой стороны, каким образом можно гарантировать независимость этой комиссии, учитывая такую выраженную роль президента? Далее, мне бы хотелось остановиться на вопросах 17 и 18 сегодня утром. Пункт 17 касается запрета на принудительный труд, рабство и торговлю людьми. В развитии вчерашней дискуссии, когда мы говорили о посещении спецдокладчиком Туркменистана, напоминаю о том, что с 2018 года спецдокладчик по запрету современных форм рабства направил официальный запрос для того, чтобы посетить Туркменистан, и пока ответа не было получено на этот запрос. Хочу также упомянуть о том, что в своем заключительном замечании комитет, а также наши коллеги из Комитета по экономическим, социальным и культурным правам выразили свое беспокойство в связи с принудительным трудом, которому подвергаются десятки тысяч граждан частного и государственного сектора. В частности, это касается сбора хлопка. В стране дети и женщины являются первыми жертвами. В своем последнем заключении мы говорили об этом и не заметили никаких существенных подвижек с тех пор. Кроме того, ссылаясь на конвенцию МОД 105 1957 года о ликвидации принудительного труда, которая была ратифицирована Туркменистаном, обращаю ваше внимание на то, что комиссия по применению норм МОД выразила глубокое беспокойство в связи с хроническим принудительным трудом, который существует в стране, которому государство привлекает на момент сбора урожая хлопка. Кроме того, спецдокладчик ООН по современным формам рабства в 2021 году в своих материалах, которые были направлены государству-участнику, выразил свою глубокую тревогу в связи с условиями труда и жизни работников, которых направляют на сбор хлопка. Говорилось о том, что десятки тысяч местных граждан в принудительном порядке направляются на хлопковые поля, иначе им грозят увольнениями. При этом эти рабочие вынуждены из собственного кармана оплачивать общественный транспорт, проживание, питание. Этот труд не оплачивается или оплачивается очень низко. В случае, если им требуется медицинская помощь, они не имеют доступа к ней, не могут сами оплатить эти услуги по медицинскому уходу. Квоты на производство хлопка, в том случае, если они не выполняются государством, приводит к тому, что сельскохозяйственные организации, школы, строительные компании, медицинские учреждения и другие государственные учреждения должны каким-то образом собрать хлопок или, возможно, закупить его в других местах для соблюдения этой квоты. Используются, в частности,
аргумент механизации процесса сбора хлопка государством в ответах на вопросы, но мы знаем, что на самом деле техника не может использоваться на первых этапах, и большая часть этого труда является ручным трудом. Поэтому комитету хотелось бы получить следующую информацию. Какие меры были предприняты после виртуальных и физических посещений представителей МОД страны? У нас есть информация о том, что в ноябре 2022 года они побывали в стране. Мы знаем о том, что дорожная карта разрабатывается, и мы знаем, что последует третье посещение в предстоящие несколько дней. Но мы знаем, что пока ничего предпринято не было, и мы знаем, что эта дорожная карта на сегодняшний день не содержит эксплицитного упоминания практики принудительного труда государством. Второй вопрос. Какие меры предусмотрены для того, чтобы положить конец массовому использованию насильственного труда? Какие конкретные меры, кроме механизации, о которой государство говорит в своем докладе, какие конкретные меры принимаются государством, чтобы реформировать выращивание хлопка? И третий общий вопрос. Какие меры по выявлению и защите жертв торговли людьми принимаются? И насколько эффективно идет борьба с этим явлением? Государство ничего не отвечает на это в списке вопросов. Я заканчиваю пунктом 18 о свободе передвижения. Мы уже говорили об этом вчера. Свобода передвижения на основе статьи 12 пакта. 3 беспокойства можно высказать от имени комитета. Это опирается на то, что уже говорилось раньше в общем замечании. Относительно свободы проживания и передвижения граждан по территории обязательная система регистрации не позволяет жителям других регионов пребывать и работать в столице без разрешения Министерства труда. Когда они получают регистрацию, то лица должны быть зарегистрированы потом работодателем в службе миграции, что, естественно, вызывает сложности, и многие работники не регистрируются, находятся в нелегальном положении. Второе соображение. Госпожа Кран об этом уже говорила. Сохраняется произвольный запрет на поездки для защитников прав человека, журналистов, адвокатов, студентов. Это было уже осуждено нашим комитетом на основе индивидуальных сообщений. И третье беспокойство. В период COVID-19 были драконовские ограничения на свободу передвижения, вплоть до отмены паспорта. Мы не видим, чтобы ситуация возвращалась в нормальное русло, и требуется виза для того, чтобы работать в Турции. Это так не было раньше, это сделало жизнь экономических мигрантов еще более сложной. И вопросы. Предусматривает ли государство отказаться от системы обязательной регистрации, что мешает лицам свободно передвигаться по территории своей страны? Есть ли у государства подробная информация о запретах на поездки в отношении категории лиц, которых я упоминала? И, наконец, вернется ли государство к нормальной политике в области выдачи паспортов и срока их действия после окончания ковида? Спасибо. Благодарю вас. Следующий оратор, господин Эль-Хайба, пожалуйста. Спасибо. Я приветствую делегацию. В этом втором раунде я остановлюсь на 3 вопросах. Первый из них касается пункта 20 уважения права на частную жизнь. Я хотел бы попросить делегацию изложить нам, какие есть гарантии
в частности, какие есть средства независимого контроля. Мы с беспокойством отмечаем законодательные положения, которые делают согласие заинтересованного лица необязательным, когда собираются и обрабатываются данных в рамках осуществления профессиональной деятельности журналистов, в частности. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали обвинения, согласно которым власти обеспечивают наблюдение за журналистами и правозащитниками. В частности, я могу привести несколько примеров. Правозащитница Наталья Шабунц и журналист Салтан Ашилова, а также лица, которые имели контакты с иностранцами или которые имеют семью за рубежом. Мы отмечаем также, что лица, которые считают, что их права или свободы были нарушены или ограничены в результате действий полицейских органов, решают оспорить это в вышестоящем органе. Мы хотели бы получить подробную информацию о расследованиях, посвященных таким случаям наблюдения, какие результаты и какие механизмы средств правовой защиты имеются в распоряжении жертв. Перехожу к пункту 23. Свобода слова. Мы просим делегацию представить информацию по конкретным мерам, которые были приняты для выполнения конституционных и законодательных положений с тем, чтобы отреагировать на рекомендацию Комитета о создании среды, благоприятной для создания и функционирования независимых и свободных СМИ, чтобы государство не вмешивалось в их работу и не было репрессалий. Хотел бы также затронуть несколько проблем в этой связи. Мы просим делегацию представить комитету данные по мерам, принятым для обеспечения доступа без цензуры, без препятствия и быстрого доступа к различным источникам информации, включая интернет, для всех граждан. Мы просим также представить комитету последнюю информацию по мерам, которые приняты или предусматриваются для того, чтобы привести закон об интернете 2015 года в полное соответствие с международными стандартами, поскольку этот закон вводит ограничения на свободу доступа и использования интернета. Мы просим также делегацию разъяснить меры, принятые для защиты прав граждан, иметь доступ к иностранным источникам информации, используя параболические антенны, телевидения и радио, и с другой стороны как соблюдаются права граждан на выражение мнения по поводу ситуации в своей стране, как защищаются их права объединяться с другими лицами, включая в случаях, которые были изложены. Мы просим представить информацию, связанную с контролем за политическими партиями, и тот факт, что по имеющему законодательству любое лицо, выступающее против правительства, критикующего деятельность, считается предателем и сталкивается с запугиванием и даже тюремным заключением. Мы просим делегацию представить данные по мерам, направленным на то, чтобы положить конец преследованию представителей гражданского общества и их близких, которые свободно выражают свое право на свободу слова и собрания, как в стране, так и за рубежом, для того, чтобы содействовать транспарентности
ответственности, правосудию и законности. И в этой связи следует вернуться к приговору, вынесенному следующим лицам. Нургилды Халиков, который был арестован в 2020 году и приговорен к 4 годам тюремного заключения за то, что он направил фотографии в ВОЗ. Мурат Душемов, который также получил 4 года тюремного заключения за то, что он оспаривал отрицание правительством COVID-19. Он был приговорен на основе этих вымышленных обязательств. И Мансур Менгелов, активист, который был подвергнут пыткам и приговорен к 22 годам тюремного заключения в 2012 году. Мы просим делегацию рассмотреть эти случаи и освободить этих лиц, учитывая необоснованные обвинения в их адрес. Мы хотели бы узнать, какова их сегодняшняя ситуация, какие меры принимаются для защиты их благосостояния в местах лишения свободы. Мы хотели бы также узнать, где находится Азат Исаков. Перехожу теперь к последнему вопросу. 24. Свобода мирного собрания. Отмечая наличие конституционных положений, которые гарантируют гражданам свободу проводить собрания, мы просим делегацию объяснить, почему власти продолжают осуществлять большие дискреционные полномочия в отношении проведения общественных мероприятий, что дает им возможность дать отказ на то или иное собрание, исходя из того, что предлагаемое место не является подходящим. Эта ситуация мешает гражданам осуществить свое право на мирное собрание, поскольку они опасаются репрессалий. Мы просим делегацию представить информацию по числу уведомлений о собраниях, которые были получены, одобрены или отвергнуты после вступления в силу закона 2015 года, а также по выделению мест для мирных собраний, которые предусмотрены по закону. Мы просим делегацию также объяснить, как права жителей организовать спонтанные манифестации гарантируются без запугивания и без преследования участников. Правительство также не может лишать права на мирное собрание граждан, которые живут за рубежом. Мы просим делегацию представить информацию по мерам, которые были приняты для осуществления рекомендаций комитета в 2017 году, чтобы гарантировать, чтобы любое ограничение свободы собрания, мирного собрания соответствовало бы строгим требованиям статьи 21 пакта, и чтобы любое участие в массовых мероприятиях было бы добровольным, и чтобы не участие в массовых мероприятиях, организованных государством, не было бы причиной для репрессалий. Спасибо. Благодарю вас за ответы, которые вы дали в начале этого заседания. Ожидаю ответов на новые вопросы. Спасибо. Благодарю вас, господин Эль-Хайба. Слово имеет господин Егезу, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро. Прежде всего, я хотел бы отметить, что ответы сегодня утром были частично удовлетворительными. Я надеюсь, что большинство вопросов, которые я задавал вчера и которые были повторены в какой-то части господин Кран, что мы сможем получить ответы на все эти вопросы. Сегодня
Я остановлюсь на пунктах 21 и 26. Вопросы по пункту 21. Право на свободу религии. Подробная информация представлена государственным участникам в периодическом докладе и в ответах на перечень вопросов в отношении социальных положений, которые гарантируют свободу религии и вероисповедания, и равенство религий и вероисповеданий по закону, а также информацию о положениях закона о свободе религии и религиозных организаций 2016 года, которые регулируют такие свободы. За это мы выражаем признательность. Однако рассмотрение ряда положений закона и ряд сообщений комитету свидетельствует о том, что все еще есть ограничения по закону и на практике в отношении ряда религиозных общин, которые не имеют юридического признания, которых не регистрируют или не перерегистрируют государства-участники, включая ограничения на религиозное образование, а также импорт и распространение религиозной литературы. Четким примером такого ограничения является отказ государства-участника дать юридическое признание свидетелям Иеговы, несмотря на многочисленные попытки зарегистрировать свою общину и ограничения на свободное проявление их религиозных верований. В докладе говорится, что традиционные исламские организации также не имеют признания. Вы говорите, что незарегистрированные религиозные организации, на них распространяется запрет на действия в Туркменистане. Это подразумевает, что незарегистрированные религиозные организации лишаются государственным участникам права свободно выражать свои религиозные верования, которыми пользуются члены зарегистрированных религиозных организаций, а также их право проводить религиозные собрания и готовить или импортировать религиозную литературу, что не соответствует гарантиям статьи 18 пакта и статьи 18.3, согласно которой участник пакта может вводить ограничения только когда такая деятельность необходима для защиты общественного порядка, здоровья, морали или основных прав и свобод других. Не может ли государство-участник прояснить, собирается ли оно принять меры для гарантирования эффективного осуществления свободы религии и вероисповедания на практике и воздерживаться от введения ограничений за пределами статьи 18 пакта и привести свое законодательство и практику в соответствии со статьей 18 пакта? Почему ряд религиозных групп, включая свидетелей Иеговы, лишены законного признания регистрации, что ограничивает право на пользование своими религиозными правами? Не могли бы вы прояснить, собираетесь ли вы принять меры для того, чтобы регистрация религиозных организаций основывалась на четких объективных критериях, которые совместимы с обязательствами государства-участника по пакту? Перехожу ко второму вопросу. Сообщение, полученное комитетом, свидетельствует о том, что вмешательство в личное и общее проявление религиозных верований государств-участники, особенно в отношении свидетелей Иеговы, значительно сократились в последние 2 года. И, насколько я понимаю, число членов таких религиозных, ряд членов таких общин были освобождены, что можно только приветствовать. С другой стороны, в ряде случаев в ходе 2022 года правоохранительные органы приняли так называемые превентивные меры в отношении свидетелей Иеговы, которых вызывали и допрашивали и убеждали не заниматься незаконной деятельностью. Может ли государство-участник прокомментировать эти сообщения, представить информацию о том, какие шаги вы собираетесь предпринять для того, чтобы воздерживаться от таких произвольных задержаний и допросов и вмешательства в проявление религиозной деятельности для того, чтобы выполнить свои обязательства по реализации основных свобод, гарантированных по пакту и в Конституции страны? Перехожу к вопросам по пункту 26. Право на участие в общественной жизни. Информация, представленная государственным участникам по новым положениям Конституции и законодательным рамкам,
которая предусматривает многопартийную систему и право граждан участвовать в избирательном процессе, принимается к сведению. Однако сообщение, полученное комитетом, свидетельствует о том, что выборы в марте 2018 года не имели важных признаков подлинно демократического избирательного процесса и что политическая среда лишь номинально является плюралистической и не дает политические альтернативы избирателям. В этой связи эти сообщения утверждают, что избирательный процесс был несправедливым, не беспристрастным. Это характеризовалось отсутствием альтернативных СМИ или выражением критических мнений в отношении правящей политической партии, что лишило избирателей принять информированное решение. Кроме того, говорится также об отсутствии независимости Центральной избирательной комиссии, поскольку она назначается президентом и ее работа проходит нетранспарентно. Может ли государство прокомментировать сообщения о недостатках избирательного процесса для того, чтобы обеспечить проведение свободных, надежных и транспарентных выборов, а также создать благоприятную среду для создания частных независимых СМИ, свободных административных и других препятствий для того, чтобы содействовать осуществлению права на свободу слова и доступ к информации? Может ли государство-участник прояснить, какие шаги оно собирается предпринять для того, чтобы Центральная избирательная комиссия была независимой и беспристрастной, чтобы расширить ее состав и включить туда членов гражданского общества или представителей профессиональных организаций? В этой связи государство-участник говорит в своем ответе, что идет всеобъемлющий обзор для возможных улучшений нынешнего избирательного закона для выполнения рекомендаций комитета. Это можно только приветствовать. Не может ли государство-участник прояснить содержание этого обзора и как это учитывает рекомендации комитета? Перехожу ко второму вопросу о праве голоса заключенных. Вы говорите в этом же пункте своего ответа, что всеобъемлющий обзор может включить предоставление избирательных прав заключенным. Не могли бы вы сказать, как это будет соответствовать принципу пропорциональности? Это основывается на характере правонарушения или на сроках заключения? На этом мои вопросы заканчиваются. С нетерпением ожидаю ваших ответов. Спасибо. Спасибо, господин Егесу. Я объявляю перерыв на 15 минут, чтобы делегация могла подготовить ответы. Мы возобновим заседание через 15 минут. У делегации будет час для ответов на вопросы. Спасибо. Ну что же, возобновим нашу работу. Мы проводим заседание 3971. Пожалуйста, слово уважаемой делегации. У вас час. Уважаемый председатель, уважаемые члены комитета, прежде всего позвольте выразить благодарность за конструктивизм и что отметили прогресс за отчетный период по некоторым направлениям. Конечно, и в государстве, и в обществе без упущений, недостаток не бывает, но организационная правовая база совершенствуется, это имеет важное значение. Имеется политическая воля для того, чтобы совместно с международными организациями, с гражданским обществом добиться успехов и исправлять свои упущения. Мне вот в настоящее время вот по конкретным вопросам ведутся консультации об оптимизации транспонирования статьи 21 пакта в закон Туркменистана. Это относительно
вопроса господина Эл-Хайбы и Егезы. Перед выездом в диалог к вам мы изучили вопрос об обращениях о разрешении проведения публичных собраний, коллективных обращений не поступало в органы местной власти. Что касается индивидуальных обращений по различным правовым, жилищно-коммунальным вопросам, то в муниципалитетах 3 раза в неделю организовывается прием граждан совместно с представителями общественности, правоохранительных органов. Время встреч с гражданами объявляется в местной прессе. Относительно пункта Б замечания. Принуждение отдельных лиц к участию в массовых мероприятиях, организуемых правительством. Люди, в том числе представители диппредставительства, аккредитованные представители международных организаций, совместно с нами, с гражданами, инициативно участвуют в торжественных мероприятиях. Все это добровольно, по зову сердца. Вот уже коллеги отмечали, что искусственно каким-то образом, если обращений нет о проведении таких собраний, массовых мероприятий, организовывать никто этого не собирается. Так, относительно вопроса 26, участие в государственных делах, что в настоящее время в Туркменистане намечено на 26 марта проведение выборов. Завершилось выдвижение кандидатов в рамках избирательной кампании по выборам депутатов парламента, членов местной представительной власти и местного самоуправления. И регистрация кандидатов проведена, и списки кандидатов начнут опубликоваться в прессе. Всем претендентам и их доверенным лицам предоставляются равные возможности для агитации и встреч с избирателями, в том числе на предвыборных собраниях, совещаниях, выступлениях и средствах массовой информации. Информация о времени встреч с избирателями, о ходе которых и сообщается заблаговременно. Вот. В настоящее время всего зарегистрировано 14 872 кандидатов. Из них депутаты парламента 258, членов Халк Маслахати, то есть местной представительной власти городов и областей 515, городов и районов 2001 и органы местного самоуправления 12 098. Анализ показывает, что на каждое место 2-3 кандидата. Все альтернативно. Вы знаете, что в стране действует 3 политические партии: Демократическая партия, Аграрная партия и партия предпринимателей. И анализ показывает, что всем партиям предоставляется одинаковая возможность выдвигать своих представителей. Кроме того, на инициативной группы граждан также выдвинули 4532 претендентов на выборные органы. Это означает об активизации гражданского общества. И мониторинг за ходом предвыборного процесса будет осуществлять как национальные наблюдатели, так и приглашенные представители различных международных структур. На сегодняшний день от политических партий и общественных организаций зарегистрировано около 3000 наблюдателей. Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили исполком СНГ, Организация турецких государств, и ожидается прибытие представителей ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также ОБСЕ и иностранных семей. Важным является введение единого дня голосования. Об этом вчера наш руководитель говорил, что это имеет значение как для
практической организации и для активизации гражданского общества. Для обеспечения прозрачности выборов вводятся цифровые технологии. Анализ проведенного этапа избирательной кампании показывает, что выдвижение кандидатов осуществлено в полном соответствии с национальным законодательством и с международными нормами. И имеются реальные возможности граждан, политических партий и кандидатов для реализации своих прав на свободу выражения воли. Все три политические партии имеют одинаковые возможности для активного участия в выборах, а также такая возможность представлена и инициативным группам граждан. Спасибо за внимание. Господин председатель, позвольте мне ответить на вопрос касательно использования принудительного труда в хлопковом секторе. Да, действительно, информация, которую члены комитета предоставили нам, нас радует, что есть обширная информация по этому поводу. В вопросе прозвучал момент относительно нашего сотрудничества с секретариатом спецдокладчика по запрету современных форм рабства. Последний контакт правительства Туркменистана с офисом спецдокладчика был 30 августа 2021 года, где спецдокладчик направил нам ряд вопросов, которые туркменская сторона уже в октябре 2021 года, того же года, предоставил обширную информацию. И эта информация размещена на веб-сайте УВКПЧ. Хочу предоставить кое-какую дополнительную информацию к сведению членов комитета, что буквально через несколько дней состоится очередной визит делегации МОД. Это уже будет в период с 6 по 10 марта. Мы согласовали с делегацией МОД. Они приедут в Туркменистан, будут организованы ряд встреч. И таким образом я хочу отметить, что у нас очень позитивная тенденция взаимодействия с штаб-квартирой МОД и региональным офисом. И касательно работа ведется, но нет результатов, вы отметили. Есть некоторые подвижки в этом направлении. Мы, например, позитивно нужно отметить, что в 2022 году комитет по применению норм МОД не включил Туркменистан в список стран для доклада на сессии комитета. Несомненно, этот факт свидетельствует о прогрессе в национальной политике в области занятости. В первую очередь в области недопущения и искоренения принудительного труда. Туркменская сторона обратилась к МОД с предложением о подготовке концептуальной записки к проекту содействия справедливому набору персонала во время сбора хлопков Туркменистана. Данный документ предоставляет собой сбалансированный план действенных мер и мероприятий для реализации поставленных нами задач именно в хлопковом секторе. И Туркменистан сотрудничает не только с МОД, а с другими международными организациями, как ФАО. У нас есть опыт реализации многосторонних проектов. К примеру, в настоящее время реализуется трехсторонний проект ФАО Туркменистан-Турция о развитии сотрудничества между Турцией и Туркменистаном по совершенствованию сектора хлопководства. Цель проекта – это развитие потенциала сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в разработке проекта национальной стратегии
с учетом гендерных аспектов для увеличения производства и механизированного сбора хлопка в Туркменистан, включая оценку связанных с этим затрат. В рамках проекта ФАО предлагает нам несколько направлений. Я сейчас не стану перечислять для экономии времени. Туркменистан изучает вопрос о присоединении к еще одной руководящей конвенции. Это конвенция 81 об инспекции труда в промышленности и торговле. И после присоединения к этому документу мы будем рассматривать возможность создания национального механизма по мониторингу ручного принудительного труда. Данная конвенция предписывает создание системы инспекции в стране, поэтому вопрос пока еще на стадии рассмотрения. Да, вы упомянули о проектах, осуществляемых МОД и различными международными организациями. Я хочу отметить в конце моего выступления, что в Туркменистане нет политики или действий, вынуждающих или создающих давление для принудительного труда в плане сбора урожая хлопка и производства, в том числе шелка, о чем свидетельствует широкое использование в аграрном секторе страны новейших поколений хлопкоуборочных комбайнов, таких компаний, как John Deere и другие европейские оборудования в процессе сбора хлопка. В уборке хлопка задействованы 1600 комбайнов и 7800 единиц транспорта для перевозки собранного урожая. Подготовлено 39 хлопкоочистительных предприятий и 158 приемных пунктов. Это демонстрирует отсутствие необходимости массового привлечения людских ресурсов в этот процесс. Закупая эту технику, новейшую, с улучшенными функциональными характеристиками, укрепляется и модернизируется материально-техническая база агропромышленного комплекса. В качестве еще одного наглядного примера хочу вспомнить, что в 2016 году в ходе хлопковой кампании был произведен аудит одними из основных покупателей туркменского хлопка, такими как компании IKEA и Gap Pazarlama. В частности, в 2016 году по заказу компании IKEA, английская компания PricewaterhouseCoopers, предлагающая услуги в области консалтинга, произвела аудит на территории Туркменистана. Был осуществлен визит в Елатанский Трапмарыйский вилаят, который является одним из главных производителей хлопка. Да, таких примеров очень много. Я не буду сейчас зачитывать это все. Мы можем это предоставить дополнительно при запросе. Я могу потом с вами поделиться с этой информацией. Спасибо большое. Госпожа председатель, хотел бы ответить на вопрос госпожи Тигруджи относительно права на свободу передвижения. Хотел бы заявить следующее, что внутреннее перемещение не было прекращено во время пандемии COVID-19. Режима жесткого карантина, локдауна не было введено. Люди могли передвигаться между городами с соблюдением мер предосторожности. Говоря о международном передвижении, то действительно с марта 2020 года Туркменистан приостановил, подчеркиваю, регулярное международное авиаморское и сухопутное сообщение. Но комиссия, как и раньше, вчера отметил, имела обратную связь с населением страны и обеспечивала право на передвижение, в том числе и международное, по мере необходимости организовывая вывозные рейсы из страны и ввозные рейсы в страну. Приоритеты давались тяжелобольным для лечения, иностранцам, семьям для воссоединения, в последующих этапах студентам, предпринимателям и другим. Некоторые данные вчера я привел, но хотел бы еще раз отметить. Всего за время пандемии
всего 24 887 граждан из 22 стран были вывезены 267 этапами через воздушные, сухопутные и морские пути. В период отмены международных авиарейсов из-за пандемии COVID-19 был организован выезд граждан за границей по разным причинам. 143 этапами через воздушные, сухопутные и морские пути, с которыми 10 100 граждан выехали за границу. По вопросам, связанным с гражданами, находящимися за рубежом, на базе Министерства иностранных дел, как было уже отмечено, был учрежден консультативный центр, функционировавший на основе принципа горячей линии. Гражданам, оставшимся за рубежом, оказывалась помощь по поддержке связи с родственниками. Была предоставлена возможность по переводу денежных средств гражданам, застрявшим за рубежом. Кроме того, граждане имели возможность обращаться в посольство и консульство Туркменистана за рубежом на регулярной основе. Гражданам оказывалась помощь по продлению срока действия документов, удостоверяющих личность. В соответствии с постановлением президента Туркменистана, срок действия паспортов граждан Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан временно пребывающих или постоянно проживающих иностранных государств, истекшие или истекающие с 1 января 2020 года по 30 декабря 2024 года, продлены до 31 декабря 2024 года. В этот период дипломатическим представительством Туркменистана в 28 странах предоставлена отметка о продлении около 51 тысячи паспортов граждан Туркменистана. Госпожа председатель, относительно вопроса господина Элхайба по поводу свободы слова, хотел бы отметить, что не соответствует действительности сообщения об ограниченном доступе к интернету. Интернет доступен всем гражданам по всей стране. Цены на домашний безлимитный интернет варьируются в зависимости от скорости. Стоимость интернет-связи регулярно снижается, что способствует росту числа абонентов. Также есть доступ к высокоскоростному интернету, который доступен юридическим лицам и образовательным учреждениям за адекватную цену. Ну и пандемия сыграла важную роль в повышении спроса на интернет, так как стали популярны ремоут-услуги, рабочие встречи перешли на видеосвязь. У многих деловых людей встречи были через платформы Zoom, Teams, Qdo и так далее. Да, у этих же обычных граждан из сел и города с родственниками из-за рубежа связь поддерживалась через интернет, звонки, сообщения, мессенджеры, видеозвонки. Это, наверное, один из немногих позитивных опытов пандемии, импульс развития спроса и пользования интернетом среди всех слоев населения. В стране функционирует кабельное и IP-телевидение, которое предоставляет доступ к контенту высокого качества со всего мира и широчайшим охватом аудитории. Абонентская плата имеет за одну точку IP от Туркментелеком 10 ман в месяц для физлиц и 15 ман для юрлиц. К слову сказать, прогресс не стоит на месте, и не секрет, что параболические антенны приема сигнала – это прошлый век. Они дают нестабильный и некачественный сигнал и картинку. В нашей стране уже подавляющее потребляют развлекательный и информационный контент в первую очередь из интернета и на основе интернет-платформ. Все новости, новинки современного кино, документалистики со всего мира, Netflix, Amazon, так и Disneyland и так далее, в высоком качестве мы черпаем из интернет-платформ, в частности, из разработанных национальными частными предпринимателями Хорджун ТВ, ЭЛМ, Билет. Есть и мобильные версии этих платформ для различных гаджетов. Растет количество пользователей различных мировых социальных сетей, входящие на их сайты из Туркменистана. Расширяется партнерство и с международными СМИ, и их аккредитация в Туркменистане. В Туркменистане был создан международный медиацентр для работы международных журналистов. 22 августа 2020 года парламентом страны был ратифицирован Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушением зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Всемирная организация интеллектуальной собственности, что свидетельствует о приверженности государства доведения информации для всех слоев населения, особенно для уязвимых.
Обвинение в преследовании, запугивании и нападениях, а также на произвольный арест и задержание журналистов, правозащитников, политических диссидентов и членов их семей беспочвенны. Нет никаких обращений, свидетельствований и даже примеров, когда журналист за свою работу был подвергнут преследованию. Многие журналисты, в первую очередь международные, а также блогеры, приглашаются на различные мероприятия для их освещения. Они пользуются популярностью и уважением в обществе, и государство осознает их роль и приветствует их деятельность. Естественно, как и во всем мире, у нас есть в стране официальные СМИ, ТДХ и частные СМИ. Последних в стране превалирующее большинство их в стране. Благодарю за внимание, госпожа председатель. Уважаемая госпожа председатель, я бы хотел остановиться на нескольких вопросах, ранее заданных госпожой Кран. Касаемо вопроса, связанного с так называемыми вами гулинистами, хотелось бы заявить, что они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Туркменистана, и осуждены судом к лишению свободы. Преступные действия этих лиц квалифицированы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса страны. Мера наказания им назначена согласно деянию в пределах закона. Юридическая оценка их действиям судами дана правильно. Соответственно, оснований для опротестования судебного приговора и проведения независимых и беспристрастных уголовных расследований, а также предоставления им репараций мы не видим. Относительно вопроса растущего количества пропадающих журналистов, вы заверили, что есть динамика роста пропадания журналистов. Да, на этом я бы хотел акцентировать ваше внимание на том, чтобы вы предоставили конкретные факты и фамилии о тех журналистах, которые исчезли за последние лет. У нас нет такой информации. Если у вас как таковая динамика есть, это говорит о том, что у вас есть и за предыдущие годы, и за эти годы, которые показывают конкретную динамику роста. Спасибо. Относительно господина Аллабердыева хотелось бы отметить, что дело рассматривалось в открытом суде, так как данная категория дел она не относится и не подлежит к закрытому рассмотрению. И также ему был предоставлен соответствующий адвокат, который участвовал в самом процессе. Относительно вопросов, связанных с коррупцией в тюрьмах, хотел бы заверить, что мы отрицаем факт роста коррупции в пенитенциарных учреждениях страны. Также вопрос относительно отмены передач и грабеж передач. Доказательством этому я бы хотел привести один факт. Ранее предоставлены вами фамилии, мы по ним ответили конкретные детали, то есть касательно дат передач, касательно краткосрочных и долгосрочных встреч, где мы четко приписали, с кем они встречались, когда последний раз передавали передачу, сколько раз передавали за последние несколько лет. И это все является доказательством тому, что мы не отменяли передачи и не грабили, и все это функционирует. Относительно вопроса госпожи Бессиме хотелось бы отметить, что в пенитенциарных учреждениях страны по вопросу предотвращения как туберкулеза, так и других заболеваний, также в контексте пандемии COVID-19 проводится определенная работа, как на всей территории страны. В первую очередь были усилены меры санитарной обработки помещений современными дезинфицирующими средствами, увеличено время проветривания помещений, количество влажных уборок в помещениях. В рамках профилактических мер в учреждениях пенитенциарной системы были закуплены термовизоры для снижения риска попадания больных вирусной патологией сотрудников вовнутрь учреждения, тем самым ограничивая распространение вируса или инфекций. Учитывая воздушно-капельный путь передачи вирусной инфекции, по возможности оборудованы места скопления пенитенциарных учреждений, к примеру, столовые, медицинские пункты, лазареты, мечети и так далее, аппаратами ДЕЗЕР, бактерицидные и противовирусные обеззараживающие ультрафиолетовые установки.
Наряду с этим усилены меры личной гигиены, обеспечение средствами личной защиты. Также в рамках национальной программы по борьбе и профилактике COVID-19 среди населения в исправительных учреждениях была проведена вакцинация спецконтингента, подлежащих и не имеющих противопоказаний к вакцине. Вакцина китайского производства «Биовак». Вакцинация «Биовак», вакцина в первые и вторые этапы были сделаны практически всем осужденным, которые подлежат вакцинации, не имеющих противопоказаний, с охватом в 99,3%. Вакцинация «Биовак» в третий этап была сделана с охватом, составляющим 97,4% от общего числа осужденных. Спасибо. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комитета, касательно вопроса господина Тигруджу о торговле людьми. В Туркменистане преступления, связанные с торговлей людьми, не являются широко распространенным явлением. По данным судебной статистики, показатели по торговле людьми от общего числа всех рассмотренных дел за 2019 и за 2020 года в день составляют по 0,03%. За 2021 и 2022 года равны нулю. В рамках предупреждения и борьбы с торговлей людьми Туркменистан присоединился к основополагающим международно-правовым документам, перечень которых указан в отчете. Принятие в июне 2007 года первоначального закона в Туркменистане о противодействии торговле людьми стало основополагающим этапом в рамках предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Туркменистане. На Генеральную прокуратуру Туркменистана возложена координация работы государственных органов по противодействию торговле людьми и осуществлению уголовного преследования лиц, совершивших торговлю людьми или связанных с ней преступлением. Впоследствии принятый в октябре 2016 года в новой редакции закон Туркменистана о противодействии торговле людьми определил организационную и правовые основы противодействия торговле людьми. Комплекс мер по защите лиц, пострадавших от торговли людьми, их реабилитации и предоставлению им помощи, а также преследование лиц, занимающихся торговлей людьми, и регулирует общественные отношения в сфере противодействия торговле людьми. Введенным в действие с 1 января 2023 года Уголовного кодекса Туркменистана в статье 128 предусмотрены все виды действий, указанных в протоколе: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека. Кроме того, диспозиция рассматриваемой статьи предусматривает дополнительные действия: куплю-продажу человека, либо совершение иных сделок, в которых человек рассматривается в качестве объекта собственности. Реализован национальный план действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы. Национальный план действий Туркменистана по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы. В настоящее время на стадии рассмотрения находится предложение Международной организации по миграции по третьему национальному плану действий Туркменистана по противодействию торговле людьми на 2023 годы. Кроме того, ведомственными актами, например, Пленум Верховного суда Туркменистана, принято постановление о судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении человека свободы и торговле людьми. Общественная организация, работающая в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми, представляет сеть организаций, сотрудничающих с Международной организацией по миграции. Они ведут активную работу во всех вилаятах страны по идентификации жертв торговли людьми и по предоставлению помощи. Спасибо за внимание. Уважаемые эксперты, члены комитета, прошу простить мое волнение, так как мне представилась честь впервые выступить перед вами, перед делегацией, которая имеет огромный международный опыт в сфере международного права. По вопросам, поставленным членами комитета, хотел бы сообщить следующее, что, как вы знаете, адвокатура – это профессиональное объединение адвокатов, основанное на принципах самоуправления,
созданная в целях осуществления адвокатской деятельности, являющейся правовым институтом гражданского общества. Адвокатские коллеги сами свободно определяют свою численность и структуру. По состоянию на февраль 2023 года Ашхабадская коллегия адвокатов насчитывает 69 членов. В общем, по стране их число составляет 244 адвокатов. Всего при адвокатских коллегиях действует 40 юридических консультаций. Также правовую помощь представляют физические и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на основании лицензий, выданной Министерством юстиции Туркменистана. Так что мы не видим нехватки оказания правовой помощи населению нашего государства. Также хочу сообщить вам, что 2 раза в месяц в Министерстве юстиции при участии представителей Министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, а также адвокатов проводится прием граждан по правовым вопросам, где предоставляется бесплатная консультация, юридическая помощь гражданам. Соответственно, прием осуществляется 24 раза в год. В 2019 году была представлена консультация 1725 гражданам. В 2020 году 1336. В 2021 году 872. В 2022 году 875. В 2023 году за январь месяц 133 граждан получили бесплатную консультацию. Кроме этого, в Министерстве Адалат 2 раза в неделю также проводится консультация граждан. Для информации хотелось бы сообщить, что в настоящее время Министерством юстиции зарегистрировано 134 религиозных организаций. Из них 111 принадлежат традиционному исламу, из которых 106 суннитского, 5 шиитского направления. 12 из них православные, 11 других конфессий. Прозвучал вопрос, информация о том, что отказывается в регистрации религиозным и общественным объединениям. Хочу сказать, что отказ в регистрации действительно имеет место. И отказывается в связи с тем, что в соответствующих представленных документах не было соответствия действующему законодательству Туркменистана. Отказ в регистрации религиозной организации и общественного объединения может быть обжалован в суд. В настоящее время ни одной из организаций, которым было отказано в регистрации, не подало заявление в суд. Для информации хочу сообщить, что в настоящее время в реестре общественных объединений всего 135 общественных организаций. Из них творческих и научных 15, спортивных 58, 10 организаций инвалидов, 12 экологических, 15 экономических и иных видов. Спасибо за внимание. Уважаемый председатель, уважаемые комитет члены, я хочу вам ответить
19 вопросов. В Конституции Туркменистана закреплены нормы, гарантирующие право граждан на дискриминацию, на получение юридической помощи, равноправие, презумпция невиновности. Гарантируется судебная защита чести, достоинства, а также права и свободы. Установлено, что судопроизводство осуществляется на основе равенства и обязательности сторон и права на получение юридической помощи. Гарантируется на любой стадии судопроизводства. Также эти положения Конституции нашли свои отражения в соответствующих законах Туркменистана. Как и уголовным, так и административным законодательством были установлены наказания и нарушения вышеуказанных прав граждан. В Уголовном кодексе Туркменистана, как и прежней, так и нынешней редакции установлено наказание исправительным работам на срок 2 лет лишения свободы, на срок до 2 лет нарушения равноправия человека и гражданина. А если же деяние совершено лицом, использованием служебного положения или руководителем общественного обвинения, то предусматривается более суровое наказание. Также в Уголовном кодексе Туркменистана установлены не менее суровые наказания за привлечение заведомо невиновного уголовной ответственности, заведомо незаконное содержание, заключение под стражей или содержание под стражей, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Судьи Туркменистана при рассмотрении дела руководствуют презумпцией невиновности. Об этом можно утверждать по многим критериям. Так, за последние годы увеличилась практика применения в качестве меры пресечения залога, подписка о невыезде, вместе заключения под стражу. Обвиняемый или подсудимый, ожидающий разбирательства уголовного дела по многим категориям дел, не содержится под стражей, так как он судом еще не считается виновным. За исключением особых случаев это указывает на уважение вышеуказанных принципов. Касаемо обжалования приговоров судов, первая инстанция по вопросам, связанных с невиновностью осужденных за отчетный период, была рассмотрена в кассационном порядке 1,35%, в надзорном порядке 0,2%. Касаясь общее обращение лиц в суды Туркменистана по данному вопросу, что отчетный период составляет 13,68% от общего числа уголовных дел. В соответствии УПК Туркменистана, подозреваемый в праве имеет адвоката в случае, предусмотренном законом, получит бесплатную юридическую помощь или отказаться от адвокатов, а также обвиняемый имеет право иметь адвоката в случае, предусмотренном законом, получит бесплатную юридическую помощь или отказаться от адвоката, самостоятельно защищать себя. За отчетный период по уголовным делам были представлены бесплатную юридическую помощь, составляющую 29% от общего количества рассмотренных судами уголовных дел. В отношении 2018 года и последующим годом тенденция предоставлять бесплатную юридическую помощь пошла на увеличение. То есть 2022 года она составляет 29%, 2002 года 33% от общей суммы рассмотренных уголовных дел соответствующих годов. В 2019 году предоставлена консультация 1725 гражданам, в 2020 году 1336, 2001 года 872, 2022 года 875 году гражданам предоставили консультации. Проводимое систематическое обучение в связи с повышением уровня профессионализма, образованности в правовой культуре судей и судебных работников, как национальными, так и международными экспертами, за последние годы положительно отразились на качество рассматриваемых дел, осуществления правосудия и принятия справедливых, обоснованных и законных решений суда. Также нужно отметить, что в 2019 году первая конференция судей Туркменистана в целях обеспечения честности и неподкупности судей принят кодекс судейской этики, который установит для каждого суда обязательные правила поведения при ведении профессиональной деятельности по осуществлению правосудия. И в свою очередь такая тенденция в судебной системе дала положительный результат и значительно повысили доверие населения к судебной системе, о чем говорит статистика за отчетный период
касаемо дел отношений судей, связанных с нарушением национального законодательства, содержание о себе правил, исходя от статьи 14 Международного пакта о гражданском и политических прав. За отчетный период судами не было осмотрено уголовных дел с отношения судей, связанных с вышеуказанными нарушениями. Исходя из статистики, можно утверждать, что правосудие в Туркменистане осуществляется в соответствии с принципом правового государства и международного права. Но за другие процессуальные нарушения за отчетный период квалификационной коллегии судей судов Туркменистана к дисциплинарным ответственности привлечено. В соответствии с законом Туркменистана о суде, судьи были привлечены к следующим видам дисциплинарной ответственности: замечания, выговоры и строгого выговора. И еще хочу ответить 22-го вопроса. В Туркменистане международные обязательства на внутреннегосударственном уровне применяются путем имплементации основополагающих международных правовых норм в национальные законы и подзаконные акты. С учетом этого части 1 статья Уголовного кодекса Туркменистана указано, что уголовное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана, общепризнанных принципах, нормах международных прав и состоит из этого кодекса, в связи с чем в уголовном закону не могут быть признаны преступным деянием непризнание таковым по уголовным кодексам Туркменистана. Согласно национальному законодательству, судьи осуществляется правосудие согласно Конституции и законам Туркменистана. Таким образом, принятие решений судами по статье 219 уклонение от призыва на военную службу Уголовного кодекса Туркменистана является законным и обоснованным. За отчетный период в статье 219 Уголовного кодекса Туркменистана судом были вынесены 35 обвинительных приговоров в отношении 35 человек. Этого составляет 0,22% от общей суммы рассмотренных уголовных дел за отчетный период. Также надо отметить, что данный период рассмотрения уголовных дел по данной категории уменьшились в 10 раз. То есть, если 2018 год процентные отношения составляли 0,28%, так к 2022 году она снизилась до 0,04%. То есть за весь год было рассмотрено одно уголовное дело. В действующем законодательстве судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести по истечении 1 года после отбытия основного и дополнительного наказания, и также, если после отбытия наказания осужденный показал безупречное поведение, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости, но не ранее истечения половины этого срока. Также по уголовным действующим законодательствам были установлены, что с погашением или снятием судимости отменяются все правовые последствия, связанные с судимостью, или лицо не считается судимым. То есть это указывает гуманизацию уголовной правовой политики Туркменистана. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комитета. Позвольте со своей стороны сделать комментарий по всем вопросам, которые были сегодня представлены с вашей стороны. До этого я хотел бы также поблагодарить вас за обозначенные эти вопросы, а также ваши утверждения о существующем прогрессе в области прав человека, в том числе по выполнению пакта. Действительно, этот прогресс имеет место, и с практической точки зрения мы это видим на статистике сообщений, на статистике обращений в адрес туркменской стороны. Не все эти обращения, не все эти сообщения проходят через ваши структуры. Есть сообщения, которые мы получаем по другим каналам. И
статистика по отношению к 2017 году по нынешнее время показывает тенденцию к снижению либо практическому обнулению. Вы очень много говорили об исчезнувших, так называемых исчезнувших лицах. Мы ведем диалог как в рамках выполнения наших обязательств по пакту. Диалог у нас ведется и по линии других международных структур. Об этом вы прекрасно знаете. У нас ведется диалог и по линии двустороннего сотрудничества с отдельными странами, которые также дают свой позитивный эффект в общий вклад по выполнению наших обязательств по пакту. Я хочу сказать, что, безусловно, при наличии ряда рекомендаций, призывов, вместе с тем динамику этого позитивного прогресса, в том числе и для поощрения действий правительства, мы должны постоянно подчеркивать. Мы слышали очень много сообщений, и, как говорил мой коллега, представитель Министерства внутренних дел, и вы призвали к практике, и вы призвали к конкретным практическим действиям. Мы по итогам нашего сегодняшнего заседания готовы конкретно поработать с вами и по отдельным сообщениям. Но в целом мы видим, что по различным сегментам гуманитарной проблематики у нас есть общие призывы, есть общие озабоченности, конкретные фамилии по сравнению с прошлым периодом уменьшаются. Я бы попросил бы вас обратить внимание на эту динамику. Начну с конца. Вопросы 21-26. В настоящее время готовится решение Центральной избирательной комиссии о допуске к выборам осужденных, но не совершивших тяжкие преступления с отягчающими обстоятельствами. А в местах временного содержания в СИЗО, как вы знаете, выборы, организация выборов осуществляется. Что касается недостатков в избирательном процессе, по результатам каждых выборных кампаний мы проводим отдельные технические консультации с группой экспертов из БДИПЧ, изучаем все их рекомендации, и хочу сказать, с каждым периодом избирательной кампании, будь то президентские выборы, будь то выборы парламентские, эти рекомендации в силу наших внутреннего соответствия, потребностей, объективности, они, безусловно, принимаются во внимание. И многие из тех рекомендаций, которые вы дали сегодня в ходе ваших встреч, мы, безусловно, будем их не только принимать во внимание, но и давать предложения по их реализации. Идем дальше. Свобода религии. Об этом было сказано. Я хочу сказать, что в вопросах свободы религии мы также имеем позитивную динамику уменьшения сообщений. Что касается свидетелей Иеговы, в настоящее время свидетели Иеговы не зарегистрированы в Туркменистане, но утверждение о том, что незарегистрированные религиозные организации, представители этих незарегистрированных религиозных организаций не имеют возможности выражения своих религиозных убеждений, абсолютная неправда. До пандемии в Институте демократии мы проводили встречи с представителями как зарегистрированных,
так и незарегистрированных религиозных организаций. Они выражали свои мнения, выражали свои вопросы и озабоченности. То, что касается права человека выражать религиозные убеждения, оно неотъемлемо. То есть, иными словами, представитель свидетелей Иеговы может у себя дома, либо коллективно в своих домах выражать свои религиозные убеждения, обмениваться своими религиозными убеждениями, выражать свои убеждения другим гражданам. Но утверждение о том, что незарегистрированный находится в дискриминационном отношении в отношении зарегистрированных, с этим согласиться мы не можем. Мало того, мы находимся в постоянном диалоге с некоторыми странами, в ходе которых мы рассматриваем каждый детальный вопрос. Какие действия предпринимаются государством. Мы идем навстречу свидетелям Иеговы в отношении прохождения воинской службы. Они говорят, мы не можем проходить воинскую службу в боевых частях. Мы им даем альтернативную возможность. В государственной миграционной службе есть полное соответствие религиозным убеждениям свидетелей Иеговы. Сейчас мы ждем ответа о готовности проходить службу в миграционной службе. Наша сторона полностью готова отработать этот вопрос. Мало того, 44 было отказа от выполнения воинской службы, 21 были осуждены, и все они были освобождены. Все они были освобождены и помилованы. Мало того, сейчас 16 представителям были отправлены повестки о призыве на службу, которые не были приняты свидетелями Иеговы, но вместе с тем Министерство обороны Туркменистана занимает выжидательную позицию и не оказывает давления по обязательному их принуждению на воинскую службу. Эти практические альтернативы, которые государство делает. Конечно, в соответствии с рекомендациями вы призываете к альтернативной службе. Этот вопрос мы будем изучать. Да. Что касается предложения рассмотреть освобождение Халикова, Душемова и Мингелова, мы, безусловно, будем давать предложение изучить вопрос об их освобождении. Что касается, был вопрос о господине Азате Исакове. Азат Исаков находится у себя дома в Любавском вилаяте, в кругу своей семьи, отца и матери. У вас есть возможности через ваших источников проверить. Поэтому, возвращаясь к вопросам так называемых исчезнувших, мы проводим по этой теме отдельную детальную работу с отдельными странами, с международными организациями. Мы готовы уточнять. Иногда некоторые фамилии, которые находятся в этом списке, они даже работают где-то в государственных учреждениях, кто-то находится дома, кто-то выехал за границу. Давайте не будем просто такими голословными, шапкозакидательскими заявлениями, тем более вы все очень профессиональные эксперты в этой области. По некоторой группе осужденных граждан мы предоставляем информацию. Представитель МВД сказал, факт того, что они не исчезнувшие, является передачей, которые им передаются, которые получаются с их стороны. Количество встреч, мы их неоднократно говорили на различных диалогах. То есть видно, что человек есть. И придавать ему статус исчезнувшего, но это, по крайней мере, некомпетентно. Что касается передвижения обязательной регистрации, на сегодняшний момент мы не видим никакой надобности снимать процесс регистрации в Государственной миграционной службе и Минтруда. Наоборот, введение этой системы позволяет
защиту трудовых прав этих граждан в компаниях, в которых они работают. Что касается паспортов, наш представитель говорил, мы все паспорта, которые обращались наши граждане, мы их продлили. Сейчас ковида нет. Сейчас граждане могут приезжать в Туркменистан, менять свои паспорта, и никаких проблем нету. То есть фактически граждане могут спокойно, те, которые находятся за рубежом, приехать и в соответствии с законом о миграции поменять свои паспорта. Что касается введения визового режима турецкой стороной. У коллег очень субъективное представление относительно того, что это введение визового режима ввело дополнительные ограничения, либо ограничения в их свободе. Ни в коем случае. Именно по нашей оценке, в том числе в результате опросов наших граждан, мы установили то, что наоборот повысилась ответственность турецкой стороны при приеме этих граждан по различным целям, по трудовым, по частным и так далее. Это повысило их безопасность. То есть мы теперь знаем, кто их пригласил, кто отвечает за их пребывание и за их нахождение. Безусловно, каждая мера носит временный характер. И при улучшении вопросов, связанных с предотвращением торговли людьми, я думаю, что эта тема может быть и снята. Говорили в отношении того, что семьи, родственники президента имеют эксклюзивное право на взятие государственных заказов. Та автобан Ашхабад-Туркменабад, о котором вы говорили, там есть 4 компании в акционерном обществе. 4 компании. Раньше были 4 компании, сейчас там 3 компании. Одна компания, о которой вы предполагаете, связана с родственником президента, она вышла из этого акционерного общества. Вы, наверное, имеете в виду сообщение о том, что при покупке нефтепродуктов, химической продукции имеется приоритетное право. Это абсолютно неправда. Опросите компании, опросите иностранные и частные компании, которые занимаются реализацией этих продуктов, особенно нефтепродуктов, там нет никаких проблем. Там очень прозрачный, самый главный принцип. Цена хорошая, доступная, приобретается. И последнее. Извините, почему мы должны делать разницу между одними гражданами и другими гражданами? В конце концов, любые граждане Туркменистана, я не буду делить на родственников и неродственников, также имеют право пользоваться всеми правами и, безусловно, обязанностями, которые на них возложены, будь то родственники, либо не родственники. Я извиняюсь, я немножко задерживаю. Ну и что касается Аллабердыева, он у нас освобожден, адвокат ему был полностью предоставлен. И в отношении списка «Покажите их живыми», в этом плане рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям, с которой мы начали работу, я хотел бы вас заверить, что в этом плане мы по каждому диалогу с международными организациями, с отдельными странами, мы ведем активные дискуссии с правительством. И действительно, по ряду из них мы сейчас имеем очень положительный результат. Свидетельством тому является информация, которая предоставляется нами по каждому из этих лиц. Спасибо. Большое спасибо, Ваше Превосходительство. Спасибо делегации за попытку ответить на все вопросы, которые были озвучены. У нас осталось немножко времени для повторных вопросов. Пожалуйста, господин Эль-Хаиба. Большое спасибо, госпожа председатель.
Я не получила ответ по вопросу, который я задал. Меры, которые будут предприняты для освобождения. Насколько я поняла, один из заключенных, судя по всему, освобождается сейчас. А в том, что касается использования интернета, говорит оратор, я также не услышала ответа, конкретного ответа на этот вопрос. Потому что в государстве-участнике, как, собственно, и в других странах, существует определенная подозрительность относительно происходящего обмена информацией, то есть внутри страны циркулирует одна информация, которая подается вовне другая. Особенно это касается возможности использования новых технологий новыми поколениями, молодежью. Закон 2015 года налагает определенные ограничения на это. Поэтому мы просим делегацию в письменном виде нам рассказать о тех ограничениях, которые она налагает, и пояснить, есть ли механизмы, например, некие независимые механизмы, которые бы позволили обеспечить правоприменение этих положений, то есть свободного использования данных современных технологий, социальных сетей, например. Ограничения должны носить исключительный характер и должны также неким образом регламентироваться. Ну и, наконец, в том, что касается спутников, насколько я понимаю, вы взяли на себя обязательство замены спутников новыми сетями, новыми технологиями. Насколько я понимаю, если это решение будет исполнено, то это существенно ограничит доступ телевещания в стране, особенно в том, что касается трансляции иностранных передач и фильмов. Большое спасибо, господин Аль-Хаиба. Господин Гуджи, пожалуйста. Большое спасибо, говорит госпожа Тигруджа. Спасибо за ответы делегации, особенно в том, что касается принудительного труда. Я пометила для себя желание ратифицировать конвенцию 81 о трудовых инспекциях и также согласие удовлетворить ходатайство спецдокладчика. Было бы хорошо, чтобы это посещение имело место до августа, то есть до следующего сбора урожая хлопка, чтобы сбор урожая не проходил вручную, как обычно. Два небольших вопроса, на которые я пока не получила ответа. Первый вопрос касается свободы передвижения. Как обстоит ситуация с обязательной регистрацией граждан для того, чтобы они могли приезжать работать в столицу? Я не получила ответа. И в том, что касается освобождения от визового режима, насколько мы понимаем, происходит как раз прямо обратное. Те, кто желает работать в Турции, по запросу Туркменистана визы выдавались, в то время как раньше ситуация обстояла несколько иначе. Все это значительно затрудняет передвижение тех, кто желает стать трудовым мигрантом и эмигрировать, соответственно, в Турцию, чтобы работать там. Спасибо, большое спасибо. Господин Егезу, пожалуйста. Благодарю вас, госпожа председатель. У меня очень краткий вопрос. Я признательна за ответы, которые были представлены делегацией. Я, собственно, получила по большей части ответы на все вопросы. Насколько я понимаю, по вопросу регистрации религиозных организаций, то есть они должны выполнить требования законодательства. Если они не выполняют эти требования, то они не могут зарегистрироваться. Не могли бы вы представить дополнительную информацию относительно того, о каких требованиях в законодательстве, собственно, идет речь? Какие требования не выполняются, в результате чего некоторые из этих организаций не имеют возможности зарегистрироваться? И не могли бы вы привести примеры организаций, которым отказали в регистрации? Большое спасибо, господин Егесу. Пожалуйста, госпожа Кран.
Большое спасибо, госпожа председатель. Большое спасибо делегации за указание последующих мер, которые вы планируете предпринять. Мы будем с большим интересом следить за этой работой. Мне пока, однако, не все понятно в том, что касается тех областей, которые мы пытались охватить в вопросах. Вы говорили, что сотрудничаете с рабочей группой по произвольным задержаниям относительно списка живых. Нам бы хотелось получить также информацию относительно статуса и того, где находятся эти люди. Например, господин Сапоров, насколько я поняла, пока его судьба не прояснена. Вы говорили также о том, что некоторые обвинения и вердикты выносятся, как было сказано, в рамках закрытых судебных процессов, но они даже не публикуются, насколько я понимаю, не находятся в открытом доступе. Наконец, непонятно, при проведении таких закрытых судебных процессов соблюдаются ли обязательства пакта, и хотелось бы знать, в чем необходимость проведения таких закрытых процессов. Разве такая необходимость существует? Вы также говорили о процессе регистрации НПО. Не могли бы вы пояснить, а существуют ли доступные и эффективные процедуры, которые бы облегчали процесс для НПО, которые пока не зарегистрированы, для того, чтобы, собственно, они могли, например, даже апеллировать, оспаривать решение. В соответствии с пактом вы говорили о том, что в целом вы соблюдаете положение, но, насколько я понимаю, не все вопросы были охвачены. Один из примеров — это ситуация заключенных, которые не имеют возможности поддерживать связь с семьей, например. Мы обсуждали вопрос, в частности, вопрос омбудсмена, роль омбудсмена, но вы не говорили о Авадан-Депе посещалась женщинами из этого управления, и планируете ли вы, например, проводить инспекции? Вы говорили о том, что спецдокладчик, он посетит, скорее всего, Туркменистан в ближайшем будущем. Вы обсуждаете этот вопрос, собственно, об этом говорила госпожа Тигруджа. Я также надеюсь, что некоторые из спецдокладчиков, в том числе спецдокладчик по пыткам или, например, по политическим правам, сможет побывать у вас в обозримом будущем. Также нам бы хотелось узнать, как вы рассматриваете индивидуальные сообщения. Я вчера задавала этот вопрос. Например, я задавала вам вопрос о сообщениях по первому факультативному протоколу в рамках пакта. Как вы планируете реализовать, выполнить рекомендации, которые были нами выпущены в этом отношении? Я также не услышала пока ответа на этот вопрос. Далее, все те дела, которые нами рассматривались и по которым мы вынесли решение, пока решения комитета не исполнялись вами. 23 таких сообщения было сделано, и 5 из них с последнего обзорного совещания. Информация по конкретным шагам, которые вы планируете принять, потребуется. Как, например, вы представляете компенсацию жертвам? Или же, например, что вы делаете для неповторения подобного рода нарушений в будущем? Вот информация, которая была бы исключительно полезной. Спасибо. Благодарю вас, госпожа Кран. Благодаря переводчикам мы сможем слегка задержаться. Я выражаю признательность переводчикам. Слово главе делегации на 5 минут, пожалуйста. Ваши заключительные замечания. Спасибо большое, уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комитета. Во-первых, я хотел бы вам всем поблагодарить за очень конструктивный, открытый, прямой диалог. Хотел бы вас заверить в том, что все вопросы, которые мы сегодня не успели дать ответ, безусловно, мы в соответствии с процедурой постараемся максимально предоставить вам ответ на эти вопросы. Что касается неисполнения решений комитета, мы еще раз по линии постпредства поработаем. Ваше мнение относительно неисполнения. Здесь идет нестыковка. Мы считаем, что мы исполнили эти решения. Вы считаете, что не исполнили. Будем работать над соответствием нам. Омбудсмен не посещала тюрьму ООД-НДП.
Что касается Международного комитета Красного Креста, в конце прошлого года Комитету Красного Креста было предложено возобновить процесс переговоров по подписанию двустороннего документа о посещении. Вы знаете, что посещение тюрем возможно только после подписания этого документа. Что касается с регистрацией граждан, регистрация граждан сейчас, как я сказал, осуществляется Министерством труда и Государственной миграционной службой. Поверьте, эта мера не ограничивает право людей на передвижение и на их труд. Наоборот, оно помогает им, защищает их трудовые права. И это исключительно формальная процедура. Что касается ситуации с визами, я еще раз хочу сказать, что компания турецкая принимает, кстати, все документы от всех граждан по любым целям, которые они хотят посетить. Если это соответствует турецким законам, они эти визы им выдают. Наоборот, у нас нет меньше прав, меньше возможностей для того, чтобы принимать какие-то меры. Ну и хотел сказать, что замена спутниковых антенн, она осуществлена, и сейчас наш представитель сказал о четырех каналах, сетях, которые сейчас транслируют телевидение. У меня тоже есть одна из этих. И, кстати, там фильмы 2020, очень свежие 2021-2022 годов фильмы, все передачи и все каналы. Так что это раз. Ну и, естественно, возможности просмотра и других каналов, они у нас есть и существуют. Я хотел бы заверить госпожу председатель, заверить членов комитета, что и после нашего сегодняшнего заседания мы проведем отдельный обстоятельный анализ всех вопросов, которые были представлены нашей стороне. Сделаем их разбивку по сегментам. Часть ответов мы подготовим в течение 48 часов. По части вопросов мы будем работать с правительством над получением дополнительного ответа. Отдельные рекомендации, которые были представлены, будут доложены правительству. И как человек, который занимается этими вопросами в Министерстве иностранных дел, я более чем уверен, что мы сможем достигать положительного результата, так как по итогам каждого такого диалога, не только с вами, но и с другими структурами, мы наблюдаем те или иные положительные сдвиги. Еще раз благодарю за сегодняшний диалог, за ваше гостеприимство и надеюсь, что мы продолжим с вами конструктивное сотрудничество. Спасибо. Огромное спасибо, ваше превосходительство, за выступление. Позвольте поблагодарить делегацию за присутствие, за сотрудничество. Во-первых, хочу поблагодарить главу делегации, хочу поблагодарить всех участников, представителей гражданского общества и всех тех, кто следил за этой трансляцией в интернете. Этот диалог является исключительно важным для комитета, на что указывают подробные, точные вопросы, которые вам задавали члены комитета. Они подробно изучили ваше досье. Это свидетельствует о высоком интересе, который мы проявляем к ситуации в стране. Мы задавали вопросы о вопросах недискриминации, включая, например, недискриминацию на почве сексуальной ориентации, вопросы насилия в отношении женщин, вопросы COVID-19, кризисных ситуаций, произвольных содержаний и арестов, положение омбудсмена, положение заключенных в тюрьмах, положение журналистов, активистов, независимость юстиции, свобода и справедливый суд, рассмотрение запросов спецдокладчиков на посещение страны, вопросы свободы слова, свободы вероисповедания, принудительный труд,
труд. Это лишь немногие из вопросов, которые поднимались в ходе этого диалога. Хочу напомнить делегациям о том, что у вас есть возможность направить дополнительную информацию в предстоящие 48 часов. Эта информация позволит комитету лучше проанализировать вашу ситуацию и доработать свои заключительные комментарии для того, чтобы помочь вам надлежащим образом выполнить положение пакта в стране. Позвольте выразить признательность конференционному обслуживанию, устным переводчикам, секретариату за организацию данного мероприятия. Большое спасибо также моим коллегам, членам комитета. Всем желаю приятного дня, возвращения домой, если вы едете домой. Мы завершаем тем самым 3971 совещание комитета. Спасибо.